Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое за предоставленную возможность. Абхер Гилна слышала из Ферста Хоп, того удара за их ответ Хайпшераза, Хумпада их Грзаску Хтысу, Хенкара Хада Ялхра, имя подсу за процесс Москвы Бжигир Тагдзина, Хоркшоп, Алшука, Хазиги Ахдерот, Сгуяна год, Аяйра, команда Кавцамизгаз, Аяйра, Хапсужла Рергит, Избанукза, Тынчрала, имя Пысит, Эхе Хаму, Алшара Хуярхуна, Хенкара, Арухора, Ашипапа Белараус, Хазахязов. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за предоставленную возможность. В первую очередь хотел бы поблагодарить народ Абхазии за проявленную мудрость, терпение. Предвыборная кампания была непростая, вы все сами прекрасно знаете, но при этом выдержка нашего населения, безусловно, говорит о том, что мы демократическое общество, общество, которое созрело для строительства своего государства. Все эти возможности и принципы созданы благодаря народу Абхазии. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить членов избирательной комиссии, всех тех, кто принимал участие в рамках избирательной системы. Вы в очередной раз продемонстрировали свою опытность, свой профессионализм, несмотря на некоторые шероховатости, так скажем, и попытки оказания давления. Каждый представитель избирательной системы проявил себя как профессионал. Благодарю вас за проявленное терпение и за работу. Хочу поблагодарить правоохранительные органы, которые действовали профессионально, сдержанно, не допустив столкновения между сторонниками различных штабов, которые предпринимали все усилия для сохранения мира и стабильности в нашем государстве. Уважаемые присутствующие, мы с Беславом Владимировичем понимаем, какая ответственность на наших плечах. Мы готовы реализовывать все то, о чем говорили в рамках предвыборной кампании. Первые наши шаги, безусловно, будут следующие. Все то, о чем мы говорили, наша программа, представленная абхазскому избирателю, должна получить свое развитие в виде программы, на которую мы будем ориентироваться в ходе исполнения своих обязанностей. Еще раз позвольте поблагодарить народ Абхазии. Для нас очень важно быть понятыми не только для тех, кто поверил в нас и поддержал нас. Для нас очень важно, чтобы каждый гражданин нашей страны поверил в наши усилия, в нашу команду. Мы будем стремиться реализовать себя для всех наших соотечественников ради объединения народа. Мы должны забыть все политические обиды в адрес наших политических оппонентов. Я вам искренне и по-честному говорю, у меня нет ни одной обиды ни к одному человеку, ни к гражданину нашей страны, который поддерживал не нашу команду, а других кандидатов. Это нормальный процесс. Нам всем нужно созидать вместе. Нам всем вместе необходимо строить нашу государственность, укреплять нашу государственность. В этом смысле никаких политических противоречий оставаться не должно. Мы должны действовать в интересах нашего государства. Что касается того акта, который произошел действительно в одной из избирательных участков, в одном из избирательных участков, мной уже даны поручения правоохранительным органам разобраться с этим инцидентом. Есть понимание того, кто совершал, какие силы были использованы. В этом смысле я заверяю наших граждан, что никакого спуска в отношении тех, кто нарушал закон, мы не дадим. В полной мере тех, кто позволил себе такого рода отношения, в том числе вы прекрасно все видели кадры, которые были сняты в данном избирательном участке, должны понести наказание. И это будет реализовано. Политическими партиями и штабами, которые оппонировали нам, абсолютно никаких преград не вижу ради достижения
главной целью укрепления нашей государственности быть на контакте с политическими лидерами, обсуждать повестку нашу. Я нацелен на взаимодействие. Мы формат наших взаимоотношений, формат нашего разговора, надеюсь, в ближайшее время изберем и будем действовать в интересах государства. Мы же все нацелены на работу, тогда надо это доказывать делом. Бывают политические противоречия, пути достижения экономического роста нашей страны, благосостоятельности, но мы едины в одном: в укреплении нашей государственности, суверенитета нашей страны, сохранения всего того, чего достиг наш народ. Это самая главная цель. Здесь не может быть объединения только с одной стороны и готовности с одной стороны. Эта готовность и реальные шаги должны быть реализованы всесторонне представителями всех политических партий и движений. Мы со своей стороны готовы. И второй вопрос, связанный со СМИ. Вы знаете, в рамках политического процесса мы предельно аккуратно и корректно относились к тем, кто освещает эту предвыборную кампанию, себе не позволили никаких высказываний в адрес представителей СМИ, которые имели совершенно другую точку зрения. Уважаем подходы, надеемся на корректную работу, на взаимоуважительную. А взаимоотношения со СМИ, органов государственной власти — это важное направление для того, чтобы донести до граждан нашей страны то, чем занимается исполнительная власть. Мы будем стараться донести до граждан своей страны посредством средств массовой информации, уважаемая Манан Михайловна, в том числе и благодаря вашим ресурсам, ответственность. И я надеюсь, что такого рода взаимоотношения, они пойдут на благо граждан нашей страны. Всегда есть выбор, и у нас также есть выбор. Либо мы будем продолжать ссориться, ругаться друг с другом и мешать развитию страны, либо мы объединимся для того, чтобы нашу страну сделать процветающей. И я уверен, что у абхазского народа всегда было мудрое решение, и мы найдем все шаги и пути развития для того, чтобы наш народ объединить и сделать нашу страну процветающей. Вы знаете, в рамках предвыборной кампании я озвучивал, что в соответствии с Конституцией я ушел в отпуск в период проведения предвыборной кампании. Сегодня этот отпуск закончился, и я вышел на работу, исполняя обязанности президента страны до инаугурации. Буквально перед приходом на пресс-конференцию я подписал указ об освобождении Валерия Рамшоховича Баганба от исполнения обязанностей премьер-министра. Назначил исполняющим обязанности премьер-министра Владимира Делова. Я считаю, что аудит и оценка деятельности не персонально одного человека. Нам необходимо обязательно проанализировать все те шаги, которые были ранее осуществлены, и свое заключение, свое видение мы дадим немного позже. Да, еще несколько кадровых решений, которые вы узнаете чуть позже. Спасибо. Одним из первых, кто поздравил меня, наверное, это будет сложно так сказать, как вы прокомментировали, сотни, тысячи людей в этот вечер пришли поздравить. Также и экс-президент Аслан Георгиевич Бжаня. Это, я считаю, что нормально, когда у людей сохраняются человеческие взаимоотношения, теплота в взаимоотношениях. В этом смысле это ни в коем случае не значит, что с этим поздравлением связаны некие политические обязательства. Считаю, что такого рода интерпретация, она попытка опять-таки навязать нашему обществу некую несамостоятельность избранному президенту. Поэтому давайте мы все-таки уйдем от предвыборной риторики и начнем заниматься реальными делами, которых у нас достаточно. Вы знаете, я благодарен за совет опытных людей. Кстати говоря, я, пользуясь случаем, благодарю и Сергея Николаевича Бабурина, и многих тех людей, которые в рамках предвыборной кампании пытались быть рядом, находились рядом, как и все эти 30 с чем-то лет, которые искренне сопереживают народу Абхазии, абхазской государственности. Поэтому для нас очень важно мнение наших друзей Абхазии.
В этом смысле это не только мнение наших друзей, но и моя убежденность, что все те политические противоречия должны оставаться в рамках предвыборной кампании, а реализовывать шаги, необходимые для сохранения нашей государственности, всем вместе. У меня есть определенное видение. Надеюсь, что наши коллеги готовы будут вместе реализовывать те планы, которые мы наметили. В этом смысле у меня никаких ограничений, ни внутренних, ни политических, тем более нет, чтобы призвать в команду людей, которые смогли бы быть полезны для нашего государства. Данный политический процесс нам продемонстрировал слабые стороны избирательного законодательства. Мы обязательно будем выходить с инициативой по устранению данных законодательных, так скажем, недочетов. Но в целом, конечно же, результаты и вообще сам ход голосования показывают, что избирательная система у нас, она сбалансирована. И те подходы, которые сегодня реализовывались, в том числе и людьми, которые здесь присутствуют, членами Центральной избирательной комиссии, избирательной комиссии на местах, они в полной мере сработали. Самое главное здесь другой фактор. Желание людей, желание команд реализовывать свою политическую платформу, доносить до граждан нашей страны в соответствии с законом. Вот в этом мы все вместе хромаем. Здесь надо подумать, как исправлять наши ошибки, как не допускать сложности во взаимоотношениях. Скажу честно, для меня откровением стало, что в рамках данной избирательной кампании мы начали использовать межнациональные взаимоотношения. Это, по-моему, особенность этой кампании. Того, чего раньше не было. То, что, возможно, привело бы нас к тяжелым последствиям. Поэтому здесь законодательная норма, правоприменительная практика нашего законодательства, она сбалансирована, и нам необходимо подкрепить это, значит, политической волей людей, которые занимаются политическими процессами, в том числе начиная от кандидатов. Я с себя хотел бы начать. Поэтому считаю, что есть недочеты, которые мы можем исправить. Но самое главное, это человеческий фактор. Каждый руководитель, который приходит на должность президента, создавал комиссию по конституционной реформе. Откровенно говоря, мы понимаем основные слабые стороны нашего законодательства. Мы рассчитываем, что в ближайшее время у нас есть ряд своих предложений и поправок, которые напрямую будем направлять в парламент, без создания каких-либо рабочих групп, комиссий. Да, мы знаем, что в парламенте действует рабочая группа. Считаю, что затягивать такого рода вопрос нет необходимости. Вы знаете, что ближайший политический процесс республиканского характера – это выборы в парламент Республики Абхазия в рамках предвыборной кампании. И сегодня, еще раз повторяю, что считаю необходимым внесение изменений в избирательное законодательство, чтобы парламент страны формировался совершенно на других принципах. И с этой инициативой мы выйдем обязательно. Спасибо. Одно из важных, главных направлений, на которое я лично сосредоточу свое внимание, это взаимоотношения с Российской Федерацией. Для нас это ключевое направление. К сожалению, уровень взаимодействия в последние годы, считаю, что снижался. Тому явным примером есть негативные моменты. Поэтому наращивание взаимоотношений с Российской Федерацией – это важное направление по всем отраслям и направлениям. Вы знаете, что у нас проблемы практически по всем направлениям, но самое главное, ключевое, то, с чем сталкивается в первую очередь, это энергетическая отрасль, это медицина, это образование. Считаю, что готовность наших российских коллег – это хороший сигнал к тому, чтобы реализовывать все, что у нас сложится на благо нашего государства, на благо народа Абхазии, на укрепление нашего государства. Именно с этой целью все эти годы подписано более 200 соглашений с 2008 года. Как же не воспользоваться такими возможностями на сохранение нашей государственности? Мы в этом направлении обязательно будем двигаться.
мы, откровенно говоря, наметили ряд направлений, на которых мы особо сосредоточим свое внимание. Все те разговоры, которые звучали в рамках предвыборной кампании, вот после выборов, что Российская Федерация перестанет оказывать помощь, либо взаимодействие такого уровня, это неправда, это несправедливо. Мы обязательно будем наращивать объем этих взаимоотношений. По районам в целом у меня есть понимание, есть определенные районы, где мы будем усиливать работу глав администрации. Что касается главы Ачимчирского района, мы уже на коротке с Бесланом Владимировичем переговорили, имеем понимание того, кто бы мог продолжить дела Беслана Владимировича на этом очень важном ключевом посту. Так что понимание в целом есть. Спасибо.